Полиомиелит побежденный, но не до конца. К его профилактике в Карабулакской городской больнице подготовились основательно. Врачами была разработана памятка для родителей. В ней можно узнать о симптомах, видах и источниках заболевания. В конце же ответы на часто задаваемые вопросы родителей, связанных с иммунизацией против полиомиелита. Такую памятку может получить любой пациент во время медосмотра. Ежедневно в Карабулакской больнице прививаются более 20 человек. Обезопасить себя от опасной инфекции полиомиелита семья Накостоевой в горбольницу пришла в полном составе. Маленький Магомед не пролил и слезинки, а вот его старшая сестра Аиша очень испугалась. Для Аиши это уже вторая попытка вакцинации. К ней допускаются только полностью здоровые дети. При первой попытке у девочки обнаружили гемангиому больших размеров. В настоящее же время доброкачественная опухоль рассосалась, так что теперь мать ребенка спокойна. Но не все так положительно относятся к вакцине. Многие категорически от нее отказываются. В больнице делают все возможное, чтобы исправить такую картину, и у них это получается. Изначально была насторожена, вообще относилась к этим прививкам. Но потом уже, как говорится, взвесив все за и против, и тем более услышав, что есть случаи очень серьезных последствий от того, что не привили ребенка, уже пришла к тому, что хотя бы основные прививки я уже буду ставить. Вирус попадает в организм в основном через ротовую полость, размножается уже в кишечнике. Полиомиелит поражает нервную систему и в течение нескольких часов может вызвать полный паралич. Из таких парализованных 10% умирают в результате иммобилизации дыхательной мускулатуры. Передается вирус по-разному. Основной путь передачи – это фекально-оральный путь передачи. Также есть и воздушно-капельный путь. Чем опасен полиомиелит? Основная опасность составляет в том, что сейчас, например, именно в летний период, осенний период, также весенний период, когда у нас начинаются кишечные инфекции, ротовирусные инфекции, под маской этого может скрываться именно полиомиелит. А все потому, что симптомы у полиомиелита могут быть такими же, как и у обычной простуды. Это высокая температура, усталость, головная боль, тошнота и боль в конечностях. Если у ребенка возникли жалобы на слабость в ногах, нарушение походки, то следует немедленно обратиться к педиатру и неврологу. Утром проснулся, просто будем говорить пример, и ребенок не может встать на ножку. Например, на одну встает, на другую не может встать. Или на обе не может вставать. То есть сразу такая слабость, мышечная слабость. Либо не может ручкой взять, рукой что-то потянуться и взять игрушку или что-то. Конечно, это паника для родителей, это уже беспокойство. Они понимают, что что-то не так. Сразу же идут на прием. В связи с массовым отказом от прививок против полиомиелита и других опасных инфекций в республике на сегодняшний день проводится почащающаяся иммунизация. С 22 августа детей с 3 месяцев и до 6 лет включительно прививают инактивированной вакциной. Роспотребнадзор контролирует эпидемиологическую ситуацию в регионе. В Ставропольской вирусологической лаборатории проводят анализ сточных вод. Из 11 точек мы отбираем и еженедельно отправляем в Ставропольский региональный центр для исследования нашу сточную воду. В республике с начала года выявлено 3 случая заболевания острым вялым параличом. Чтобы ситуация не обострилась, необходимо пройти вакцинацию, напоминают медики. Говоря о прививках, нужно отметить, что они безопасны настолько, насколько это возможно. Побочные эффекты имеют в очень редких случаях – это сыпь и температура. Полезность вакцины перевешивает возможные риски. Она позволила спасти от постоянного паралича около 5 миллионов человек, отмечают педиатры. Вакцина ставится неоднократно. У нас есть национальный календарь прививок, которому мы должны следовать. То есть ставится, например, от этого же полиомиелита есть 3 вакцинации, есть 3 ревакцинации. И мы должны соблюдать интервалы. Тогда будет все отлично, будут наработаны хорошие антитела, и ребенок будет защищен. Пройти вакцинацию теперь можно и на дому. Это возможно в том случае, если семья проживает далеко от медучреждения, а общественного транспорта поблизости нет. В Карабулакской городской больнице для этого всегда наготове 3 выездные бригады, у которых в наличии всегда есть специальные переносные медсумки. В них есть все необходимое для получения прививки. Сейчас, в преддверии нового учебного года, вакцинировать детей особенно важно. Амина Зязикова, Султан Магушков, Магаз 24.